Всем большой привет. Следы снегохода. Перешел речку. Там наледь. Ну, здесь даже с пробуксовкой он поднялся. Снегоход. Вот тут. Давно не ездил я тут. Вот тут прям с пробуксовкой. На пару раз надо съездить туда-сюда. Вот. Небольшие покатушки будут. Съезжу до озера. Чисто протоптать дорогу на снегоходе. Так что, кому не нравятся фильмы со снегоходами, тут уже буду я весь процесс езды показывать. Буран орет, конечно. Так что всех предупреждаю сразу. Фильм будет с покатушкой. Вот. День теплый. Морозы не обещают. Но все равно время от времени надо переход топтать, чтобы придавить этот снег с водой, чтобы размешалось и хоть немножко подостынет, подморозит. Вот. Ладно, давайте. Сейчас я весь путь буду снимать, как все это будет происходить. Буду ехать по целине. Вам приятного просмотра. Здесь до дороги у меня бураница будет. Старая, но уже, еще раз говорю, давно не ездил. Так, надо топор взять. И, короче, пройти, иначе я никуда не доеду. Вот такая картина здесь ждет у нас. Вот так вот. Буду чистить. Капец, ребят. О, бля. Ой, по лицу так дал. Ух, хорошо-то как. Ё-моё, что творится, блин? Никто даже на лыжах тут не ходил. Ладно, в общем, я буду здесь ни конца, ни краю. Буду чистить. Такой туннель получается. И уже потом обратно приду и поедем на буране. Вот такой туннель получился. Что, возможно, вытряхнул. Что в глаз. Ветки торчат. Немножко прорубил. Все нормально. Сейчас поедем дальше. Посмотрю, сколько топлива хоть осталось. Есть еще.
получается. Понял. Сейчас ездил. Сейчас, короче, озвучу. Ну, в принципе, что там озвучить. Понятно, сейчас чуть позже расскажу, сколько топлива ушло у меня до первой избы. Так, а сейчас поедем дальше. Фу. Ну, блин. Так. Едет вроде нормально. Не газую. На средних оборотах стараюсь ехать. Вроде на малых более-менее хорошо идет. Ладно, едем дальше.
Ще раз. Клюет? А. А. Я сегодня нет, я только дорогу делаю. Другой раз порыбачу. Да. Вот тут и проходит. На лыжах пройди. Там кто-то до сюда на лыжах ходил, вот отсюда, с Тистовки. Прогуляйся. Но по готовой легче будет ходить. А, ну да. На. На. Ну вот. Дорога? Нет, по дороге. По дороге где-то до Пилорамы. Там потом дорога спускается в Тистовку. Ну да. Ну. Ну вот, ребят, я доехал. Немножко поснимал, надеюсь, все заснял, как я ехал. В принципе, ну, один раз только назад сдавал. Хорошо, что здесь на лыжах пришел человек, до сюда приходил. Просто прогулялся и ветки все вытряхивал, там кусты. Не надо мне этим было заниматься. Ехал. Вот. Там рыбак рыбачит, знакомый. Ну как знакомый. Он, в принципе, в другом селе жил раньше, а в этом году переехал к нам. У него сын здесь работает, и он тоже построил дом и живет. В общем, пенсионер рыбачит, ищет рыбу. Вот. Ну что сказать насчет бурана, ребят. Все время думаю, там что-то хочу поменять там двигатель, удлинять буран. Но вот я уже, я не знаю, лет 10, может, больше езжу. Езжу. Зачем бы что-то менять? Удлинять там. Удлинишь, он тяжелее будет. Лишняя, как сказать, возня. Короткий буран, если лишний груз не загрузить, в принципе, можно так потихоньку, помаленьку протоптать себе дорогу, если тебе надо, слишком очень уже. А везде у нас буранницы и в круглый год, и круглую зиму ездят, в принципе. Если вот куда-то очень надо по целине проехать, и на этом проедешь. Насчет двигателя, я очень давно уже присматривался. Лифан 22, 500-ка. Ну вот, что вот сейчас я проехал, этому Лифану, наверное, будет очень тяжело. Может быть, также он будет ехать, но расход топлива у него также большой будет, по целине я имею в виду. А по накатанной, вот сейчас я озвучил, по накатанной вот я ездил, у меня получилось 30 километров. До первой избы там покатался тоже, и по целине немножко покатался. 30 километров проехал, у меня 10 литров бензина ушло. 10 литров. Сейчас я посмотрел, ровно 10. Плюс-минус там 200 миллилитров, это фигня. 3 километра на литр бензина. Литр бензина на 3 километра по накатанной.
Это вполне нормально для двухтактных двигателей, это вполне достаточно. По целине километр 200 примерно литр бензина. Бывает даже и 1,5 километра на литр топлива. Ну, наполовину расход больше, конечно. Вот. Скажем, если я куплю ланчин 30, хваленый ланчин 30, который стоит 120 тысяч, это огромные бешеные деньги. У меня пока в данный момент двигатель работает. Зачем вот трогать что-то, когда у тебя все работает? Понимаете? Это как зачем удалять зуб, если он не болит? То же самое. Работает, возит. Если уже по накатанным, можно и на мотособаке гонять. Это техника для вывоза груза, перевозки груза, езды по целине. Вот именно для этого. Мототолкач все время мне еще до сих пор и вчера, и позавчера, и постоянно мне советуют, чтобы я переделал свою мотособаку на мототолкач. Я об этом уже говорил. Переделывать пока ничего не стану. Но мне такая модель не нравится еще. Что поделаешь. Вот. Так что пока ничего я переделывать не стану. Даже удлинять пока не стану. Придет время менять гусеницы. Посмотрим. Может и поменяю. Удлиню. Если что-то случится, уже все, в капец двигателю, капитальный ремонт. Чем возиться ремонтом, может тогда и лучше купить что-нибудь из китайских двигателей. А пока. Вот сейчас, как я проехал, мне все нравится. Едет нормально. Забуксовать любой техникой можно. Хоть на двулыжном, хоть с лифаном, хоть с ланчином, хоть удлиненный буран также. Вот смотрите, какой лес. Чуть лево, чуть право, там уже ты застрянешь. Вот как я ехал. Вы даже видели, как я передвигался, ну, с одного места на другое. Так вот. И телом ты управляешь бураном. Не рулем. Руль это так. Едет прямо. А уже по целине, когда едешь, он буран направо чуть-чуть уклон будет, он будет направо тащить. И уже всем телом ты встаешь на левый бок. Так что руль это тело для снегоходов. Для бурана, хоть двулыжных, любой снегохода. Это телом передвигаешься, телом, и этим ты управляешь. Он, я не знаю, он просто вот так. Кто хоть раз садился за руль снегохода, он понимает. Вот именно я хотел сегодня вот этот путь показать, как проедет снегоход буран. Протопчу дорогу. Сейчас еще вторым рядом я здесь пошире сделаю бураницу. И уже в следующий раз уже, может быть, на буране еще приеду на рыбалку. Но уже после этих покатушек он немножко уплотнится снег, и уже можно на мотособаке. Вот. Если будет время, может завтра или послезавтра я приду на рыбалку сюда. Вот такие дела. Ладно, сейчас я обратно поеду до поворота. Там снова включусь. Съездим еще по сосновому лесу в сторону дороги. Посмотрим, там кто-то ездил или нет по этой дороге. Просто для ориентира. Если есть бураница, то уже вообще можно и на мотособаку съездить. Но вряд ли, наверное, кто-то туда съездил, кроме меня. Не знаю. Надо посмотреть. Так что давайте. Сейчас этот путь уже не буду снимать вам обратный. А там уже по целине также включусь. Ну, хотя там старая бураница будет. Вон там еще один человек спустился на речку. Просто, наверное, гуляет. Даже он не рыбак. Он, вот сюда придет и по буранице, потом уже налегке пойдет дальше. Не знаю, кто-то тихо-тихо медленно идет.
Да и по целине не разгонишься, я его понимаю. Ну вот так примерно получилось. Весь снегок, блин. Тут развернусь, наверное, или сразу туда поехать. 1,5 ширины буранится. Здорово, Миша. Здорово. Так, какие-то следы есть. Может, на мотособаке капкан. А, это на мотособаке. Там охотник капканы проверяет, ходит. Сантиметра 20 уже есть снега на буранице. Так что, в принципе, смогу я еще поехать. Чуть-чуть тяжковато, конечно. Но, да, только на мотособаке ходили тут. Ну, недалеко, с километра Чили. Там капканы. Я видел эти капканы, когда чагу собрал. Все. Дальше не поеду. Хватит на сегодня. Сейчас еще по целине. Здесь, если сможет буран, поеду. Если нет, так развернусь. Хочется там еще побуксовать. Да. Только борозда остается. Это, считай, у меня здесь старые следы. Так. Не знаю, в планах еще в ту сторону съездить за чагой на буране подальше. Если на лыжах там, ну, блин, тоже далеко поедешь, и на лыжах, когда ходить тяжело, вот получается, что ты сжег бензин, скажем, 15 литров, и ничего там не собрал, из-за того, что ты мало можешь ходить на лыжах. Вот. Видите, какая природа.
заснеженная в этом году у нас. Снега достаточно, но это не удивительно. У нас всегда так раньше было и даже больше снегопады. Где-то сейчас, если измерить, вот линейки нету, ничего нету, палки даже нету. Если измерить, где-то сантиметров 60, наверное. Но я охотился после армии, и такие года были, когда снег был высотой метр тридцать. Потому что квартальные столбы где-то на сантиметров 20 еще под снегом были. Мы копали, чтобы найти этот квартальный столб и посмотреть, какие кварталы там. Вот такой снегопад. Снега столько раньше было. Ну, в этом году хоть немножко, но тоже. Это уже нормально выпал тоже. Я скажу вам, норма. Хватит. Больше не надо. Так. Вот, ладно, сейчас еще 5 минут пусть подостынет двигатель и поедем. Или обратно, или здесь. По целине. Ну и пустую тоже сжигать бензин не хочется, конечно. Ну и тоже проверить надо по целине, чисто по целине, по тайге, как проедет. Так, ну вот. Посидели. И дальше в путь. Сейчас перу назад. И туда им нырнем. Ох, жара будет сейчас, ребят. Едет. Сейчас дальше больше газу давать буду. Сейчас я на малых оборотах еду. Нормально. В прошлом году я тут буксовал, тоже фильм снимал. Сейчас больше буду газовать. Посмотрим. Короче, ребят, сейчас ровно встану. Вот, сейчас, короче, ехал я на тихих, малых оборотах. Спокойно, как лодка плюет и не орет ничего. Здесь дальше я начал газовать. Газ дал. И вы увидели, как сказать, буран начал орать. Вот как будто топливо жгет, а лишняя скорость не набирает, слишком быстро не едет. Так что лучше спокойно, так медленно ехать и, экономия, никакой нагрузки нету, ничего. Едет и едет. Все, дальше поехали.
дальше буду больше газовать. Смысла я вообще не вижу газовать. Или можно еще даже вот это, что у меня утопленный ремень, поэтому на чуть-чуть даже ведет. Я так чувствую, как будто мощи много, а вот что-то не хватает. Слишком много орет, как будто, как сказать, ведет немножко. Не буксует, а ведет. Чуть-чуть наклон и уже немножко пробуксовал. Видно. Но снег хороший, поэтому едет, пока коротыш. Дорогу пробивать в любом месте можно, я понял. Ладно, включусь у реки. Здесь я обратно буду ехать. В общем, хорошо идет, нормально. Ребят, решил еще вон туда заехать, на подъем. Поднимется или нет. Это шутя. Это шутя. Понятное дело, один раз не смог, на второй раз сразу поднялся. Нормально. А более крутые подъемы, это там глубокий снег будет, и это просто замучаешь себя и буран. Но здесь по этому склону уже понятно, что снег хорошо держит. Когда не держит такими зигзагами, просто ты не сможешь проехать.
Kıçana vetli. Ha, eşçe vetli. Kanı pişaliydi. Pişaliydi kanı. Сейчас я что-то ужасно налам, как кынмышта слезли. Там дядюка пыж зыртыжа отжилы. Вот, а ты окашибде кичака цели надо сбергаччина. Не кон, опшабу. Мы кайли, эсче кайли, сторона кайли. Не конабу. Ладно, ладно. Ну вот и все, ребят, буду заканчивать. Такой фильм небольшой по катушке. Второй раз переехал за речку, чтобы вот это налить, там немножко хоть корка льда получилась. Самое главное не провалиться, там лед, а основной налить там сантиметров 20 даже. Сейчас я обратно поеду. Вот, с пробуксовкой здесь, конечно, поднимается. Потому что здесь каша такая, много уже снега. Ну и, как и говорил, сегодняшнее видео по катушке вот это и получилось. Давайте, до новых встреч, до новых видео. Всем пока.